изначально была показать нашу историю, так как Сарайшик имеет многовековую и значительную историю для Казахстана. То есть идея, чтобы рассказать в этом помещении, в этом пространстве про Золотую Орду. Откуда она пришла, что было предшествовало, что ей предшествовало, что было связано с ней, какие материалы здесь по Золотой Орде сохранились на нашей территории или где-то в мире. И, конечно, для нас было очень важно, чтобы сам Сарайшик показать значение городища Сарайшик для золотоордынского периода. Но хотелось бы изначально отметить Золотоордынский хум 13-14 веков, который был найден при раскопках Сарайшика в 1909 году. Уникальность этого хума является то, что на нем остался стих Жусупа Баласугуна. Если присмотреться, то можно увидеть это на самом хуме. Само помещение, оно по себе, с одной стороны, уникально в том, что оно имеет пространство. Перетекает один зал, перетекает другой зал. При этом, конечно, я считаю, что нам повезло, наверное, и в какой-то части повезло и руководству данного музея, потому что они заранее, заблаговременно обратились к нам и сказали, предложили дать наше предложение, как мы видим данный музей, музейную экспозицию в рамках их издания. В музее представлены 5 флагов, начиная с Кипчакского ханства, Золотая Орда, Ногайская Орда и Казахское ханство, а также флаг независимого Казахстана. Во-первых, мы сделали реалистичные фигуры, реконструкции образов ханов, к примеру, Бату-хана, Касым-хана, Едиге. Если говорить про Бату-хана, то Бату-хан является внуком Чингисхана. Второй у нас Касым-хан. Касым-хан это является яркой личностью для казахского ханства, так как он воссоединил казахский народ воедино и завоевал очень много территорий для казахского ханства. Дальше у нас идет Едиге. Едиге является представителем Ногайской Орды, и во время его правления Сарайшик был столицей. Само помещение, оно очень стало удобно и комфортно. Человек, его посещая, во-первых, он не пересекается, входящий трафик и выходящий, скажем так, он не пересекается. То есть каждый зал открывается ему уже, когда он по факту в него попадает. Я считаю, это очень важно было. Поэтому, да, мы считаем, что это здание само по себе очень уникальное получилось.